Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 20 сентября 2022 года, 20:00 по Берлину и 22:00 по Джохару соответственно. Друзья, приветствую вас. Сразу напоминаю, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Приветствую вас всех, друзья. Леди, Хамзат, Ури, как обычно, Дудавлютюк. Ва алейкум ассалам, Фрея, Ури, Шаверга. Ва алейкум ассалам, Машуэль. Нохчи аух, Шаверга, Машуэль. Напоминаю, друзья, тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, беспокойтесь, заботьтесь о своей безопасности, не ставьте лайки, не пишите комментарии, любую информацию, которая вас может идентифицировать. Русский сброд не способен восстать, говорит Black Flame. Чуваш, Маш, Хейдасна, как избежать мобилизацию? Это, конечно, хороший вопрос, Чуваш. Маш, мы сейчас будем призывать к неповиновению. Больше я не знаю, как можно в наших условиях заложник, что может сделать заложник? Он может только не подчиниться, все, что он может. Давайте это обсудим. Ваши предложения, все это останется в истории, все, что мы говорим, мы стоим на пороге грандиознейших событий. Вернее, мы уже в процессе этих событий, еще полгода назад мы были на пороге этих событий. Да даже уже несколько лет мы в этих событиях находимся. И мы, чеченцы, несмотря на нашу малочисленность, несмотря на все тяготы, которые мы пережили, мы в этом процессе занимаем не последнюю роль. И будем делать так, чтобы минимизировать потери, которые могут случиться с нашим народом. И первое из них то, что фашистская Россия собирается гнать на убой россиян, и я уверен, в первую очередь, конечно, они будут посылать туда чеченцев. Так, Вальдемар Штайнбрахер, Аслан, Гросс Аус Кёльн, витаю Кёльн, приветствую вас. Вальдемар, Аслан, витание с Украины. Вася, приветствую, витаю вас. Кубик Рубик, ва алейкум ассалам, Машвой. Друзья, события разворачиваются очень стремительно, и со дня на день Шойгу сейчас объявит о всеобщей мобилизации, о войне. Так называемая война уже идет, ну, как они, как обычно, подло пытаются вилять хвостом. Но сейчас дело подходит к логической развязке. Я только что проводил стрим в ТикТоке, тоже говорил на эту же тему. Я очень надеюсь, что мы сможем донести максимально до нашего народа, ну и для россиян, до россиян, что есть возможность объединиться и не идти на эту войну, не подчиняться этой мобилизации. Это преступная война, это незаконная война, война, которая абсолютно не соответствует интересам ни русского народа, если такое еще существует, ни всех остальных, конечно, тем более чеченцев. Нас вражеская фашистская Россия никак не может ничем устраивать, тем более, если она идет с войной на свободных, таких же свободных людей, хотящих, желающих также жить свободно, как мы этого хотим. Так, Осман Шишани, Сюиц Балга Булгаски до сих пор сейчас
Tüyler bu boğuş bu lüş bu tayıp 25 лыныры дыныры референдумин отступать деш санвидин гал шита 3 тах тях тиянил всу вах отер boğuş. Изам бадатсон та преувеличение йоч та информационная пропаганда йоч 100% бадатсон. Россия терпит колоссальные потери, поражения, и именно поэтому она призывает всех зэков, которые уже начали сдаваться в первом же бою, вчера сдались, сегодня сдались уже, и они не дураки, правильно делают, что сдаются. Поэтому все, что они надеются, они привыкли, что у них они всегда воевали против слабых, и со слабыми рано или поздно у них получалось. На этот раз они воюют с самым сильным противником, то есть со всем миром они воюют, со всем цивилизованным миром. Поэтому шансов у них нет никаких. Ну, надежды питают, значит, они до тех пор, пока под их воду, под их ноги вода не потечет, вот до тех пор они будут надеяться, что они выиграют. Это не так, 100% это не так. Не менее 5000 чеченцев уже побывали на войне в Украине, говорит Хома Брут. Откуда информация Хома? Кубик Рубик. Асам, почему всему миру на нас плевать? Весь мир говорит об украинцах, находящихся под оккупацией, и которых Россия отправляет на убой. Но о нас никто не вспомнил. Кубик Рубик. Все дело в том, что сейчас Украина воюет, сейчас там гибнут люди. И сейчас мир понял, что ему нужно как-то реагировать, потому что после Украины, 40-миллионной Украины, если получится ее оккупировать, то будут рекрутироваться украинские граждане уже в новую армию фашистской России, чтобы идти на новые имперские войны. Поэтому люди поняли, наконец-то услышали, о чем говорил Джохар Дудаев в 94-м, 3-м, 5-м годах. Ну вот так вот, дело так. И почему о нас не говорят? Ну, во-первых, плевать всем на всех. Да, есть национальные интересы, конкуренция наций, и каждый заботится, да, мы должны понимать, каждый чиновник, каждый офицер любых государств, он в первую очередь ограничен, во-первых, полномочиями и рамками, в которых он находится в своей стране. И есть друзья, сторонники, которые сочувствующие нам, но мы должны понимать, что мир так устроен. И если мы сами ничего не делаем, никто за нас ничего делать не будет. Никто. Вот и все. Кутин, нечестие, гивня всех видов, усохните в хлеву, мюжги, бичеш. Вася Гилдыев. Так Путин не объявлял войну Украине? Какова причина всеобщей мобилизации? Еще не объявляли войну, и еще всеобщей мобилизации как таковой не было. Но она идет, эта мобилизация, ее просто нет всеобщей. И я полагаю, мы просто хотим, может быть, увидев, что народ начинает шевелиться, что они и так боялись объявлять мобилизацию, потому что эта война не пользуется успехом у россиян. Ну, чеченцы не россияне, но у нас она вообще не пользуется успехом. Ну и у многих россиян, даже у кого вначале еще кто-то имел, поддерживал кто-то эту войну, сейчас уже все меняется. Поэтому мобилизация объявляется для того, они этого боятся, во-первых, делать, и они вынуждены это делать, потому что украинскую армию победить они не могут. И сейчас они собираются объявить мобилизацию на свой страх и риск. А если мы будем об этом говорить, если начнется движение внутри России, то они могут испугаться и не проводить эту мобилизацию. Вот на это я рассчитываю. Если мы сейчас начнем все говорить, везде писать, мобилизация на убой, мобилизация незаконна, война преступна. Просто все должны переходить в режим военного времени и работать.
Ну и, конечно, это касается нас всех чеченцев, потому что то, что здесь происходит, тут в Европе то, что происходит, народ у нас заложников, а здесь в Европе у нас все борются за какой-то там фантомный халифат и борются за то, чтобы захватить все богатства, которые заработал, награбил, заработать-то он ни копейки в своей жизни не заработал, награбил Кадыров. Да, люди просто сидят и хают Кадырова, забывая о фашистской России. И вот из-за того, как вы все знаете, кто меня постоянно смотрит, из-за этого меня и из ислама выводят, и ФСБшники записывают, и что только не говорят и не делают. Так, друзья, Саламашева, сегодня беззвучный эфир, нет звука вообще. Есть вроде бы звук. Так, залп пистолета под корягу Кремля, бурлачье, да, Ури? Абсолютно верно, Асан. Сейчас их точно поставят на место. Этого они добиваются сейчас, да. Ассаламу алейкум, Аслан. Маш, масу алейкум, ассалам. Иса, маш, добрый вечер. Немножко слабоват звук, да, но вроде бы, не знаю, ну, всякое возможно, потому что на нашем канале русские хакеры вытворяют, что хотят иногда. У меня со звуком все нормально, говорит Чуваш. Так, Аслан Арцуя, я вам написал на электронную почту. До сих пор жду вашего ответа. Если вам сообщение мое не пришло, то я отправлю еще раз. Лид, спасибо, что написали. Напишите, на какой email вы написали. У меня просто несколько, и некоторые я не заходил. Но я обязательно зайду после стрима. Спасибо вам большое. Они воюют с человечеством и здравым смыслом. Да, Вася? Да. Аслан, да, сейчас Путина чишка в бункере уроет. Чушка. Появился звук. Отлично. Аслан, граждане Украины уже рекрутированы. Основные потери несут жители Луганской и Донецкой областей. Россия всегда воюет чужими руками. Да, именно так и будет. Если Украину она всю захватит, она пошлет новых. Да? К сожалению, это правда. В свое время Чечне помогали бы, сейчас русский мир не был бы в Украине, говорит Осколе. Именно так, Осколе. Мы кричали всему миру кричали, просили помощи, но нас не услышали. По крайней мере, недостаточно услышали. Так, Асан, говорят, завтра в Грозном митинг матерей против мобилизации будет. Может, это подстава, чтобы выяснить инакомыслящих? Я не знаю, я слышал голосовые сообщения, которые распространяются. И может быть, сейчас какую-нибудь подлость могут подготовить. Но нужно быть готовым. Так Путин уже официально объявил мобилизацию? Нет, пока еще мобилизации официальной мы не слышали. Так, если бы грузины прогнали пророссийское правительство и открыли свои границы Чечней, то чеченцы начали бы вооруженное сопротивление против оккупантов. Хома Брут. Ну, во-первых, грузины не откроют свои границы. Даже во время войны они активной фазы не открывали. А во-вторых, для того, чтобы чеченцы сопротивлялись, вооруженное сопротивление, нужно, во-первых, оружие, деньги, командование. Всего этого мы лишены. Люди находятся в заложниках. Поэтому чеченцы воевать не должны. Не должны. Даже за свою родину. Сейчас воевать чеченцы не должны. Акция неповиновения, о которой мы призываем, она должна происходить исключительно мирным способом. Просто матери должны выйти и не идти, не уходить. Вот, сутками стоять, требовать не отправлять наших детей на войну. И самое главное в этом, чтобы вышли все. Вся республика должна подняться. Все до единого. Все. Митинги нужно проводить везде и не только в Чечне, чтобы все видели, что наших людей насильно на войну посылают.
Да, Фрея, митинги мы будем проводить и здесь, в Европе, если эта мобилизация будет объявлена. Но уже из Чечни отправляют, поэтому я допускаю, что люди уходят уже сейчас. Но мобилизация, митинги должны происходить по всей России. Ведь и русских будут посылать. Ведь русские сейчас засунули голову в песок и думают, их пронесет. Нет, видите, засунуть голову в песок — это не выход из положения. Понимаете? Вот в чем вся проблема. Поэтому я сегодняшний стрим, я обращаюсь к русским, к россиянцам, ко всем. Ведь дагестанцы, буряты, ведь огромное количество, которых уже там убито, уничтожено. И должны все выходить, не ждать, пока их сыновей отправят, мужей, сыновей, братьев отправят на войну и будут они там убиты. Нужно выходить всем, всей России нужно вставать. Так, они не забывают про Россию, они все время о ней думают и делают все в ее интересах, да? Да. Как в фильме «Нет России, нет проблем». 1100%, да. Новые законы приняла Госдума. Да, ночью дальнобой приняла. Так, Асарцу, e-mail, который под описанием вашего канала. Туда я вам написал. Окей, все, принято. Ваха Йорк, мобилизация как раз таки доконает эту империю, как в Первую мировую. Будем посмотреть, будем посмотреть. Госдура, центр тоже сдохла. Чеченское командование уничтожено всей России. К большому сожалению, да, ночи дальнобой. Дела нено эрбож хизма бахариш сага доцент. Хизам бомекшун дела. Хивыходят, набавит ишмаяти просто так и нах. Там его кайкдо, это он был бельш дюн да кайкдо, что кой эрбаш, нах, эрба бешна. Дагу Турция, дагу Грузия, дагу эрбах. Ну иш не оторвун сейчас, а вы идете, масса нахазаться, тацболчан, вдруг пронесет олег ид. Надежду мою и самотюси, вот и хитикач, тряхулькис. Но хинца тядац, хинца цаумадац, изама и ця призывин, и ждабикча хит слушмадаце, надол шмадаце, цутя, ишам дик вооруженный больше. Хасия больше, вай дик эскархир мадуй. Посмотрим. Если в Чечне все выйдет, то Рамзану Кадыру придется бежать. Все выйдут, то к Рамзану Кадыру придется бежать. Но бежать, если мирный митинг, нет, потому что Чеченская республика Ичкерия самая милитаризованная часть, не могу назвать ее Россией, но часть, называющую русскими террористами России. Вот в России, так называемой Федерации, Чеченская республика самая милитаризованная. Слава Украине, люди! Слава Збройным силам Украины! Героям слава, Чеченка! Жил бы я в Европе, я бы каждый день митинги проводил. Там в тюрьму не посадят. Чуваш, никаких проблем. Вставай и уезжай в Европу. ЗСУ успешно проводит мобилизацию российских орков. Да. Мобилизация – это могилизация. ЗСУ успешно проводит могилизацию российских орков. Да? И сейчас будет еще, вот вы увидите, на днях будет очень мощное наступление украинской армии. И этого русские террористы боятся. Информируйте потенциальных призывников, как правильно сдаваться в плен. Призывники должны знать номера телефонов СБУ на память. Да, именно так. И мы неоднократно это я делаю. И еще раз сейчас я вам расскажу номера телефонов, по которым можно обратиться в случае, если будет
если будет всем, кто находится в Украине, и всех, и не чеченцев это тоже касается. В первую очередь это касается чеченцев, которых отправили на эту бессмысленную преступную войну. Как правильно сдаться в плен? Белый флаг и оружие на земле. Инструкция для военных РФ, как правильно сдаться в плен. Украина уважает международное право, поэтому у оккупантов есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по номеру +38 066 580 34 98. Еще один номер +38 093 119 29 84. И под каждым моим видео на канале Reality вы сможете увидеть саму инструкцию, как сдаться в плен. Я буду размещать под каждым видео и закреплять в комментариях эту инструкцию. Если силы отправят, надо сдаться добровольно украинским военным. Да, ночи дальнобой. Если бы я была дома, я бы перестреляла всех, кто пришел бы за моим братом, сыном, мобилизировать. Не понимаю наши женщины, которые терпят этот геноцид. Но, чеченка, те, кто расстреливает, тех быстро убивают. Потом убивают тех, кто не расстреливал, просто за то, что оказался вашим родственником. Поэтому и еще нужно из чего-то стрелять. И этого тоже нет. И один человек, сегодня смотрел видео одно, где бывший ФСБшник или пограничник, который перешел на сторону Украины еще в 2015 году, там год-два был в АТО, и сейчас когда началась новая война, масштабная война, точнее, пошел воевать. Он воевал в Чечне. Он говорит, он там возглавлял какой-то там расчет техники. И говорит, в каком-то населенном пункте, в какой-то горном населенном пункте, один наш партизан проспал просто и не услышал, когда русские заходили. И вот не соврать, сколько они там сказали, там он сказал, короче, сотни и сотни, если не тысячи, по-моему, сотни, речь шла, 3 сотни, что ли, минометов по этому маленькому селу горному они нанесли. Для того, чтобы вот обезвредить этого человека. Вот как они воюют. Поэтому этого недостаточно. Поэтому призывать к вооруженному сопротивлению категорически нельзя. Это будет провокация. Это должно быть не насильственно. Это должен быть мирный протест. Именно поэтому речь идет о женщинах в первую очередь. Потому что мужчины, кто выйдет, их будут хватать, забирать и так далее, и так далее. Если всеобщая мобилизация будет проводиться, то все границы перекроют и уезжать будут только дети чиновников, депутатов и дети генералов. Остальным резиново. Да, Путлера. Да, именно так. Уже закрываются границы. Грузия не впускает к себе. Тоже там большие проблемы. Но люди выезжают, которые немножко соображают. А некоторые, не имея финансов, некоторые вообще не понимают, что происходит. Ну, посмотрим, посмотрим. Теперь я понял, зачем ФСБ устраивала теракты в школах Татарстана, Крыма, Дальнего Востока и Урала, чтобы отнять все оружие у населения. Сейчас бы оно нам пригодилось. А как они отнимали оружие? Причем здесь теракт и отнятие оружия, чуваш? Как это происходит? У Украины миссия с печатью неба и земли покончить с империей зла раз и навсегда. Да, Чингисан? Да, безоружный народ что сделает? Салам алейкум, ахкова алейкум ассалам, шульдамак. Асам, может, коротко озвучишь правила сдачи, сделаешь вырезку, чтобы видео разослать. Хам хитсун гадолгум викбах. Ам хитсун гадолгум. Да, я сделаю после того, как я стрим закончу. Я отвечу на письмо Лида и запишу, правильно ты говоришь, будет удобнее, если мы таким образом будем распространять короткое видео. Именно так и сделаю, Баркалон.
Величие России началось в Украине, величие России закончится в Украине. Да, Чингисхан, будем на это очень сильно надеяться. Украина породила Россию, она ее и убьет. Да, Алмула, да, Алмула. Так, друзья, Украина ведет активные наступательные действия между Донецком и Харьковской областью, уже у наших. Эта территория все будет Украина, тут сообщается. И по поводу всеобщей мобилизации хотел бы. Я только что проводил стрим в ТикТок, и там об этом тоже зачитал. И у себя на канале в разделе сообщества тоже разместил эту информацию. Эту информацию я взял из интернета, и я бы хотел бы рассказать немножко, что будет вообще представление, что такое мобилизация, как она будет происходить. Итак, что будет, если Россия в 2022 году все-таки объявит мобилизацию в России? В истории современной России мобилизация ни разу не проводилась, поэтому расскажем лишь теоретически. Мобилизация может быть общей по РФ и частичной на конкретных территориях. Боюсь, что эта территория может оказаться нашей страной с вами. Чеченская республика Ичкерия. С определенным количеством призванных запасников под задачу. Пока все находящиеся в запасе россияне будут обязаны, иначе тюремный срок, явиться на сборные пункты, государство будет переходить, все ведомства уже тренировались на рельсы военного времени, подчиняя экономику нуждам армии. В первую очередь призовут оплачиваемый резерв и первый разряд запаса. Про разряды я скажу чуть позже. Женщин на фронт призовут только в том случае, если они получили вуз. Например, медсестры, связистки, айтишницы, геодезистки и так далее. Бритые срочники продолжат служить. К боевым действиям их могут привлечь и без мобилизации. То есть речь о срочниках. Отменяются поездки на железнодорожном транспорте. По железной дороге пойдут перевозки техники на фронт и ремонт. А военнообязанным запрещен выезд с места жительства без уведомления военкомата. В законе звучит: призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку. Формально это все мужчины с военным билетом в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категории годности к армии А годен и Б годен с незначительными ограничениями. Кроме того, мобилизованные могут быть и те, кто имеет категорию годности Б, ограниченно годен, и из-за проблем со здоровьем не служил в армии. То есть, например, те, кто получил военный билет из-за плоскостопия. Остальные обыватели бронируются и несут военно-транспортную и прочие обязанности. Какие? Отдавать военным все, что им нужно. Здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные, от джипа до вертолета или катера, и другие материальные средства. Государство покроет убытки потом, после победы. Ну, как советская власть вернет, помните, да? Как она возвращала. Организации будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения обороны страны. От мобилизации на фронт освобождаются временно негодные к службе по здоровью, ухаживающие за членами семьи или родственников, опекуны несовершеннолетних братьев, сестер, граждане с 4 детьми на иждивении, сенаторы и депутаты, куда без них, им еще военные законы принимать и вас на войну отправлять, мужья беременных жен и забронированные, и еще те, кого особым указом освободит президент, и арестанты с непогашенной судимостью. Часть мобилизованных могут направить не в учебку и окопы, а работать на должностях гражданского персонала вооруженных сил фашистской России или иных военных специальных формирований. При этом может быть запрещена продажа любого алкоголя, включая пивную продукцию. Но это самое главное. Считается, что мобилизация без объявления войны не требуется. Задачи локальных военных операций выполняются контрактниками и добровольцами, а в случае глобального конфликта уже будет использовано ядерное оружие. Это я вам зачитал, то, что я получил по интернету. Так, первый разряд до 35 лет. Это первых, кого будут забирать.
Это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Первый разряд. Далее. До 50 лет. Младшие офицеры. До 55 лет. Майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга. Полковники, капитаны первого ранга до 60 лет. И высшие офицеры до 65 лет. То есть первый разряд, кого будут призывать, могут призвать и первый, и второй, и третий разряд сразу же, без разговоров. Но смотрите, сразу может начаться с третьего разряда. Возьмем сразу третий разряд, это когда они уже будут всех забревать. Это до 50 лет. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Младшие офицеры до 60 лет. И майоры-капитаны до 65 лет. Капитаны третьего ранга, подполковник, капитаны и так далее. Грубо говоря, до 60 лет все от 18 до 60 лет подпадают под этот третий разряд. Третий разряд. Вот такая ситуация разворачивается. Госдума приняла пакет поправок о военной службе. Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения в военное время. То есть любое преступление против военной службы, как только они объявят об мобилизации, это уже считается отягчающим обстоятельством. Во время мобилизации любое ваше действие против военной службы, оно будет считаться отягчающим обстоятельством. Так, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, то есть физическое сопротивление, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Призванные на военные сборы или запасы будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Я могу сказать, что лучше попасть в тюрьму из-за самоволки, из-за дезертирства, чем попасть на преступную войну против свободных граждан Украины и погибнуть или стать инвалидом. Вероятность с каждым днем, с каждой поставкой вооружения Украины увеличивается просто пропорционально. Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен от 3 до 10 лет. И уголовная ответственность за мародерство до 15 лет. То есть, если вы сдаетесь добровольно в плен, то вы получаете от 3 до 10 лет. Мародерство, я думаю, это все фигня, конечно, но тут написано 15 лет. Мародерство это один из мотиваторов русской армии, поэтому я думаю, что это так, будут избирательно наказывать. Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 миллионов рублей, на срок от 5 до 10 лет. Понятно, да? Переходит экономика, переходит на военные рельсы. Вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу от 4 до 8 лет. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая. Перехожу к вашим вопросам, к вашим комментариям. Ассаламу алейкум. Так. Украина породила так. Вспомни стрельбу в Казани, после которой ограничили оборот оружия. Да, как раз в Казани, когда туда приехал террорист Игорь Хвостиков, который нами обвиняется в массовом убийстве чеченской молодежи,
с их документами, Игорь Хвостиков, с убитыми документами, отправляли своих ГРУшников в Сирию под видом исламистов и вот на документы вот этих убитых ими парней. И потом, когда это все всплыло, когда мы об этом начали говорить, и был запущен так называемый московский механизм по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике, Игорь Хвостиков был переведен. На его место сейчас переведен Игорь Кочнев, брат главы ФСО, который охраняет Путина. Владимир или Дмитрия Кочнева, по-моему, Дмитрий его Кочнев зовут, этого главаря ФСО. Игорь Кочнев сейчас главарь банды УФСБ по Чеченской Республике. А Игорь Хвостиков был переведен в Казань. И сразу же, буквально через месяц, произошел вот этот теракт, нападение на школу. И вот я не знаю просто детали, были ограничения оборота оружия и так далее, но если туда приехал Игорь Хвостиков, все, ждите терактов, провокаций и так далее. Эх, Ецун, Шадрих, Гдиба, Язинир, Сей, Дага, Дерес, та проблема, Иштум, Остадич, Дердат. Мегаду, Диду, Осиц, Даму, Астримчак, моя. Никуда не уехали, а теперь истерят. Так. Было бы хорошо, Асан, я помогу тебе распространить ссылку на это короткое видео, Асан, если ты не против. Конечно, не против. Для этого мы здесь все и собрались, чтобы помочь нашему многострадальному бедному народу. Матери Чечни должны снова выйти на защиту своих детей, как в прошлые времена. Да. Салам алейкум, братьям и Полонию, стакан врагам. Ва алейкум ассалам, лечам ашвой. Нам нужно Нохай хай-тек от НАТО, чтобы уничтожить кадыровский национал-предательский режим. Кадыровского режима не существует, Чингисхан. Есть русский оккупационный режим. Это установка, которую нам навязывают. Нет никакого кадыровского режима. Завтра Кадырова уберут. Сейчас уже главным там стал, если вы не знаете, напоминаю вам, я уже говорил об этом, стал Апти Алаудинов. Апти Алаудинов сейчас считается у них фаворитом. Кадыров пока формально еще является главой республики, но после всего, я думаю, если победа получится, так что Кадыров кровно заинтересован, чтобы победа не произошла, потому что туда вернется Апти Алаудинов, и он станет. Так, далее. Матери сидят в ожидании, что кто-то выйдет за них на митинги, говорит. Матери боятся. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Аква. Ва алейкум салам. Чечения. Так, Украина Россию крестила, она ее отпоет. Будем надеяться, все-таки объявил мобилизацию. Нет, пока мобилизацию, Путин сегодня не объявил мобилизацию. Ичкерия forever, да. Путин отложил вступление в мобилизацию на завтра из-за стрима Аслана. Да, именно так. Когда Ичкерия станет свободной и демократической страной, у нас все женщины получат возможность получать военное образование. И потом пусть попробуют на нас нападать убийцы-оккупанты. Да, я лично буду ходатайствовать этому, чтобы чеченки тоже получали военное образование, военную специальность. Малочисленному народу сложнее военную, медицинскую там и так далее. Айтишники, вот, как я сейчас зачитывал. Малочисленному народу сложнее, если против него геноцид. Мир легко закрывает глаза на такое, и потом еще охотно верят в ложь фашистской России ради экономических выгод. Выдают на казни по запросу гибни. Да, именно так. Адам, именно так. Вилпис, ассаламу алейкум, ассалям, всем доброго вечера. Ва алейкум ассалам, Вилпис. Все события, которые сегодня происходят на территории Украины, в 1996 году предсказал Дудаев. Говоря о неизбежности распада РФ, Джохар сказал, что украинцы не согласятся на славянизацию. Он сказал, что они не согласятся под видом славянизации объединению. Они славяне, они от этого никуда не денутся. Наоборот, они называют русистов не славянами. Так.
Чеченко и Чкирика. Да уж, конкретно надо как в Израиле. Другого выбора у нас нет, к большому сожалению, чеченцы. Мы должны стать единой нацией, где будет все нести воинскую службу. Все. Все. Ну, женщины, конечно. Пострелять их можно поучить, конечно. Это необходимо, с оружием ознакомиться. Но в основном это должны быть другие работы. Именно непосредственно в боевых действиях, я думаю, женщинам не надо участвовать. Ну, женщины могут очень хорошо делать и другие работы. У нас виснет, да, интернет, я так полагаю. Витание всем добрым людям. Витание, Иван. Витание вас. Так, куда делся? Вот. Украина будет Вильной. Слава Украине. Героям слава, слава ЗСУ. Мобилизация станет окончательной гибелью империи зла. Будем надеяться, будем надеяться. НАТО должно к чертям собачьим разнести в пух и прах эту рашку. Виснем, да, друзья? У меня виснет все, как у вас. Пишите, когда виснет, хорошо? А то я могу говорить и выяснится, что... Виснем, да, опять? Еле-еле тянет, я так полагаю. Так, друзья. Сейчас, одну секунду. Так. Слава Украине. Так, мы вернулись. Асан, не спеши, мы подождем. Окей. Так, возвращаясь к вашему комментарию, видимо, нас атакуют, потому что тема очень болезненная для них, и, видимо, сегодня они сосредоточились снова на нашем канале. Так, давайте дальше. Так, я читал комментарий. Кубик Рубик. А сам уже распускают слухи, что именно мужчин, тех женщин, которые заберут на войну. Я лично думаю, что это русские распускают эти слухи, чтобы запугать наших женщин. А как ты считаешь, Аслан? Я считаю, что, конечно, это слухи, конечно, они могут так делать, это тоже не исключается, конечно же. Но те, кто не выйдет, это не значит, что их мужей не заберут. Понимаете? Поэтому вот это и есть запугивание. Я не выйду, пускай их заберут всех. Это всеобщая мобилизация. Вот что должны понять люди. Если они на это уже реагируют и говорят, значит они этого не хотят, они этого боятся. Как выходили все бюджетники в поддержку Рамзан Кадыров, не уходи там и так далее. Помните, митинги делали там? Шарли Эбдо, там какой-то бред вообще, собирали людей, там что-то делал Кадыров. Вот теперь все эти люди должны выйти теперь уже по-настоящему за своих детей. У нас с русскими был договор, да, как у террористов и у заложников. Договор. Лояльность в обмен на жизнь. Так вот, теперь эту жизнь забирают. Забирают, понимаете? Десятки тысяч погибло, когда мы сражались на фронтах Второй мировой войны. Если бы эти десятки тысяч сражались бы за свою землю на своей территории, мы бы освободили нашу страну. И мою проблем. Это касается сегодня, мы говоря на русском языке, обращаемся и к русским тоже. Ведь вас будут убивать, ваших детей будут убивать, понимаете? Никто не останется там в живых, и там просто мясом завалить. Не получится, не получится, понимаете? Никогда это не удастся России победить в этой войне. И на это и не рассчитывается. Рассчитывается максимально ослабить Украину, чтобы Украина захотела разговаривать. Надо убить как можно, как они это представляют, убить как можно больше украинцев, чтобы вот этот предел прочности Украины уменьшился. Ведь для украинцев эта война колоссальные издержки несет.
И нужно теперь завалить русским бесхозным мясом, просто завалить, и чтобы украинцы соизволили заговорить с Путиным. Представьте, просто чтобы заговорили с Путиным, вместо того, чтобы уйти с должности. Но он не может уйти, он убийца, он трус, он боится за свою жизнь, он о русских, о России никогда не думал. Если бы он думал о России и русских, все его окружение не были бы миллиардерами, самыми богатыми людьми и в мире, и в Российской Федерации точно. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая. А все это туфта, что если вы выйдете, ваших мужей заберем. Да, может, будут забирать, но они будут забирать и тех, кто не выйдет. Понимаете? Вот в чем вся проблема. И раз они уже начали реагировать на это, значит они боятся. Они не хотят этого. А если они не хотят, то это надо делать. Обязательно. Мы не евреи, мы чеченцы. Ночь и дальнобой. А кто сказал, что мы евреи? Что-то я не понял той логики. Ичкерия надо принять швейцарскую систему призыва в армии. Швейцарская система призыва в армии, она не практичная, я скажу так. Да, у них там и оружие разрешено и так далее. Но патроны у них хранятся в полицейском участке. Для того, чтобы вам получить оружие у вас дома хранится, а патроны хранятся в полицейском участке и так далее. Реально воюющая страна это Израиль. И нам нужно брать пример с Израиля, если мы хотим чего-то добиться. Ну а там посмотрим. Это не значит, что мы должны стать евреями. Ни в коем случае. Зачем? Так, Чеченко Ичкирийка. Я удаляю твой комментарий, потому что призыв к насилию, он сейчас контрпродуктивен. На нашем канале, если нас кто-то будет смотреть, будут говорить, вот смотрите, они призывают там, убивать, взрывать и так далее. Нет, мы не призываем убивать, взрывать. Мы призываем требовать мирным путем наши права. Все. Право, единственное право, которое у нас оставалось, это право на жизнь, которое в обмен на лояльность нам еще разрешали иметь. Так вот, ни в коем случае нельзя призывать к насилию. Сейчас это контрпродуктивно. Думающий с исчезновением в России в сегодняшнем виде отпадет и необходимость всем ее соседям вооружаться до зубов. Ну, будем надеяться, хотя мир на этом ситуации не заканчивается. Так, завис, так. Видно, ГБшный майор сильно нервничает. Да, Терду. Элда Манис Эльрай Аслан. Много дартиши. За свою родину не воюем, за всех, лишь бы не за себя, не за свое темщи надвое. Да, именно так. Четко сказалось. Так, пух, да я мюжги, бичешер. Элла, камел, да это. Даюл, шамион, да это я, что сделал, хакар шо. Войцух и да царь, чуди кадар, шут бадик диза. Чох. Люди, очнитесь, сейчас воевать нам нецелесообразно. Во-первых, у нас нет ресурсов, во-вторых, нам уже некуда девать наших родных, близких детей. Да. Да, Кубик, Рубик, да. К сожалению. Как по-вашему, можно ли призывать перекрывать дороги? Но важно даже не столько, как дороги перекрывать. Важно, конечно, чтобы весь Кавказ встал. Все матери на Кавказе должны стать. И в России должны стать матери. Но перекрыть дороги, это, конечно, действенная мера, привлечь внимание к этому. Ну и знаете, надо выходить на вот эту акцию не на час, не на два, не на день. Она должна быть бессрочной. Это должна быть бессрочная акция. Вот как должны мы действовать. Посмотрим.
Посмотрим. И также все чеченцы, которые здесь в Европе находятся, должны мобилизоваться. И все остальные, мы должны каждое российское посольство и консульство оккупировать, митинговать, кричать, требовать и не давать им работать. Ни в коем случае, чтобы они не чувствовали себя здесь вольготно и спокойно. Мы должны всячески этому препятствовать, помогать тем, кто у нас дома находится, привлекать внимание к нашей проблеме. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, посмотрим, что сделают русские. Посмотрим. На самом деле, большая часть, конечно, зависит от русских, которых большинство. Но посмотрим, как они будут против мобилизации выступать. Пойдут ли они как бараны на убой на эту войну. Посмотрим. Будем наблюдать, но мы не будем сидеть в стороне. Все чеченцы, ингуши, Дагестан, татары, башкиры, не идите умирать. Это геноцид ваших народов. Да, именно так. Так, этот камикадзе уже несколько лет призывает к перекрытию дорог и неповиновению. Да, к большому сожалению. Но смотрите, эту войну не выиграть никак России. Никак. Все, кто туда уйдет, особенно в первых рядах, они будут гибнуть. Просто так они будут уничтожаться. Важно, чтобы как можно больше украинцев погибло, украинцы выдохлись, чтобы у них вот эта прочность нарушена была, чтобы сдались украинцы, да, на переговоры пошли. Вот что нужно Путину. И ему не жалко всех не жалко. Я не живу в Европе и никогда не был лоялен кремлевскому режиму и никаких договоров с этим режимом не заключал. Я понимаю, что ты не заключал. Я имею в виду же не что лояльность в обмен на жизнь, это не такой письменный договор. Это договор террориста. Он тебе ставит автомат в голове и говорит, либо ты подчиняешься, либо я тебя убиваю. И ты подчиняешься. Но у тебя есть право не подчиниться и дать себя убить. И для того, чтобы сохранить свою жизнь, ты говоришь, да, хорошо, я буду делать все, что ты скажешь. Вот это я это называю лояльность в обмен на жизнь. Вот какой договор сейчас в Чечне происходит. И его сейчас нарушают. Сейчас мы не можем идти воевать. Чечня единственная страна, которая попала в состав Российской Федерации и Евразийской Федерации. Во-первых, Чечня не попала, а насильно оккупирована. Вольф, я тебя сейчас опять забаню, ты уже надоел. Во-вторых, это никакая не федерация. Федерация это наша Германия. Федерация это Соединенные Штаты Америки. Но ни в коем случае не российская так называемая федерация. Я общаюсь с украинцами, у них с каждым днем стержень сильнее. В Европе больше людей негативно относятся к русским. Да, именно так. Я смотрел видео вчера, по-моему, и там идут украинцы по какой-то деревушке, по какому-то селу, и вступают в бой. И просто по их лицам видно, что они чувствуют себя просто уверенно. В них стреляют, они стреляют. И они, маленькая заварушка там, туда-сюда. Никакой паники, никакого переживания. Такие, даже радостно. Я вспоминаю наших бойцов, когда вот эта война шла, они прям рвались в бой. Вот точно так же сейчас чувствуют украинцы. Украинцы почувствовали вкус победы. И ее уже не забрать у украинцев. Абсолютно 100%. Так, Путин террорист, у террористов такая тактика. Да, очень жаль, что кадыровцы подпортили репутацию чеченцев в глазах мирового сообщества. Можно сказать, да, они подпортили нашу репутацию, той, которая у нас была реально. Но нужно учитывать еще то, что есть кадыровцы, они есть у всех. Но почему-то делают акцент только на нас. ДНР, ЛНР воюют, там гибнут большая часть граждан, вчерашних граждан Украины. Об этом не говорят, говорят про бурятов, говорят про кадыровцев и так далее. Спасибо украинцам, что вообще чеченцы не говорят, а говорят кадыровцы, и то дело.
Но при всем при этом нужно понимать, предатели есть у всех, без исключения. И поэтому не надо нам этого стыдиться. Да, есть преступник, он должен быть наказан. Мы должны не удивляться, что они есть, а просто наказывать, как только предоставится такая возможность. И все. Так, мы 50 лет были оккупированы, пришло время и освободились. И вы свою страну освободите. Это только вопрос времени, поверьте. Да, Кестас, я абсолютно с вами согласен. Страны Балтии были 50 лет оккупированы. И как только предоставилась возможность, благодаря грамотным действиям руководства, связям с Западом у стран Балтии, вам удалось первыми, одними из первых вырваться из этих цепких объятий смерти. Но и нам тоже удастся. Мы уже подходим к финальному завершению противостояния с фашистской Россией, и мы будем жить свободно. Да, Алмула. В Москве и Питере все в шоколаде. Они точно не выйдут. Я не слышал, чтобы из этих регионов воюют. А вот провинции почти все русские росли похмелья. После похмелья, если выйдут, то только национальные республики, может быть. Но будем надеяться, что и русские выйдут. Ведь их тоже убивают, они же тоже хотят жить. У них, у россиян с Путиным, с ФСБ договор, мы вас не трогаем в обмен на лояльность. У чеченцев лояльность в обмен на жизнь, а остальные россияне, вы не лезете, только тот, кто хочет добровольно принимать участие, но иногда, конечно, вырывают отдельно, там, взорвать дом с жильцами, если нужно, там, начать войну против Чеченской Республики Ичкерия и так далее. Вот в таких условиях русские и в России россияне делятся на сословия, скажем так. Есть холопы высшего сословия, есть холопы чуть пониже, это кавказцы, там азиаты, там буряты, калмыки и так далее. Это пониже такое сословие в России считается. А русские холопы это самые главные холопы из холопов. И вот у них договор, что они оставляют власть, власть оставляет их, не трогает. Но сейчас и этот договор нарушен, и благосостояние русских нарушено, то теперь-то уже пора русским, не ради нас они ничего не делают, они радуются, когда нас сжигают, топят, убивают. Я всю жизнь, мы все читали эти газеты, как убивают чеченцев, как привязывают танками, их разрывают, как подкладывают бомбу, мину противотанковую, на нее пехотную мину, сажается 2 человека обвязаны и подрывается. И потом вороны склевывают, животные доедают и так далее, и так далее. Вывозят на вертолетах, сбрасывают живых людей с вертолетов в ущелье. И там их животные, птицы доедают. И русские это все читали. И никогда по этому поводу не возвращали. Я это читал в русских газетах, на русском языке. И никто не возражал. Но теперь-то о себе должны русские подумать. Они же привилегированные холопы были, а теперь они будут, да, и на войну их будут посылать. Ведь по статистике во Вторую мировую войну, так называемую Великую Отечественную их, в процентном соотношении самое большое погибших людей были из республик Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан и так далее. Потому что их гнали первыми туда на немецкие вот эти позиции. После окончания войны у всех народов был убыток, убыль. У русских эта убыль была в плюсе. То есть у них был прирост к населению. 4 года войны. Я не помню сейчас все цифры, но у всех был убыток, а у русских даже был небольшой прирост населения. Поэтому и в эту войну они будут так воевать. Не зря же они бурятов, граждан Украины, дагестанцев, кадыровцев, всех посылают туда. Вот в чем вся загвоздка. Посмотрим. Так. Аслан, ведь эти кадыровцы сами же выгодно, чтобы матери вышли и потребовали не забрать их мужчин на войну против Украины. Может, они поддержат наших матерей? Ведь это общая беда. Именно об этом я и говорю, Кубик Рубик. Именно об этом и речь. Если, например, сегодня кадыровцы перешли на сторону фашистской России и нас убивали,
убивали, выполняли преступные приказы России, то это же не значит, что так будет продолжаться всегда. Теперь они будут гибнуть. И их не будут различать, ты был кадыровец или не кадыровец. Ты тоже пойдешь на войну, ему скажут. Твой сын пойдет на войну, ему скажут. По крайней мере, они должны хотя бы не рьяно выполнять тот приказ, который будет им поставлен. Их будут гнать. Да, группа вот этих садистов и убийц, небольшая группа россиянцев, да, подхолопных, они будут, конечно же, пытаться, потому что их задача, они и так смертники в чеченском обществе, они не жильцы. Это в случае, как только ситуация изменится. Вот поэтому определенная группа, может, еще будет там как-то не особо рьяно, да, определенная группа будет рьяно, да, а остальные, по идее, не должны. Все должны выйти, вся республика, вся Россия должна выйти. Уверен, что распад России и освобождение Ичкерии будет транслироваться в прямом эфире на вашем канале, Аслан. Да, Киев. Я очень на это надеюсь. Если я буду к тому времени жив, я обязательно это буду делать. Обязательно. Я жду этого момента. Так, Вольф, не чеченец, так, какой, а Путин, так. Аслан, скажи казахам спасибо за спасенные жизни. Кому? Чьи жизни, Вальдемар? О чем ты говоришь? О ком? О немцах, о чеченцах? Или о 44-й ты имеешь в виду? Или сегодняшние говоришь? Асан, то, что у вас есть предатель, нам от этого не легче. Никогда не думал, что доживу до того дня, когда среди ночи появится столько предателей. Они были всегда, всегда. Дикая дивизия на одну винтовку 5 или 10 солдат шло. Так может быть и сейчас. Теперь сейчас Россия и Евразия хочет... Так, Вольф Терминатор, ты будешь ликвидирован. Да? Во Вьетнаме американцы за 8 лет потеряли 50 тысяч своих, а русские потеряли за 7 месяцев уже 56 тысяч. По некоторым данным, их говорят, даже больше там погибло русских. Так, прекратите говорить дикая дивизия. Это была конная дикая дивизия. Конная. Ну, это были кадыровцы. И мой двоюродный дедушка тоже, по-моему, там принимал участие. 2 года максимум Россия будет существовать и начнется распад. Аква, кто тебе сказал эту историю? Кто тебе сказал? 2 года я не собираюсь ждать. Мне нужно сегодня. Сейчас же. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Я сегодня его покороче сделал, потому что у меня есть еще одно видео, которое сейчас загружается. И оно или сегодня, или завтра будет загружено с ТикТока, которое видео. И тоже, если вам будет интересно, посмотрите. Я на этом тогда свой стрим заканчиваю. Я буду выходить каждый день по часу, как получится. И будем координировать наши действия, узнавать, что происходит. Сейчас я после своего эфира выкладываю видео Хусейна Исханова с обращением. Прошу вас, распространите это видео и запишу еще видео отдельно, как меня вы попросили, по поводу, как вести себя, когда уже окажешься на фронте, и как правильно сдаваться. Всего самого хорошего, друзья. Будем надеяться, Аква, будем надеяться. Всего самого хорошего, все будет